Рейтинг мусульманских стран по доле населения, страдающего ожирением. Саудовская Аравия 34%, Бахрейн 35%, Объединенные Арабские Эмираты 37%, Кувейт 39% и первое место Катар 42%. Опасности, которые несет ожирение, о которых большинство людей не знают. Жир внутри живота, или висцеральный жир, обволакивает внутренние органы брюшной полости, такие как печень, кишечник и поджелудочная железа. Повышенное содержание здесь жира может нарушить их работу. Жир в животе метаболически активен и влияет на целый ряд факторов, от которых зависит здоровье человека. Высокий уровень висцерального жира исторгает внутри тела поток вредных веществ, что приводит к воспалениям. Избыточный брюшной жир также может привести к высокому давлению и высокому уровню сахара в крови. Вдобавок он повышает уровень триглицеридов и снижает уровень хорошего холестерина. Недавнее обследование более 15 тысяч человек показало, что люди с большим количеством брюшного жира сильнее подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. Чрезмерное количество висцерального жира также повышает склонность человека к развитию инсулинорезистентности, что в свою очередь может привести к диабету второго типа. У человека с высоким уровнем брюшного жира также повышается риск появления рака. Как показали исследования, шанс заболеть раком кишечника выше примерно в 2 раза. Исследования женщин в период постменопаузы выявили связь общего ожирения в целом и висцерального в частности с повышенным риском рака груди. В тех случаях, когда исследуемые женщины теряли вес в среднем примерно на 6 килограммов, изменения в биомаркерах рака груди указывали на сокращение риска его возникновения. Нездоровое количество висцерального жира может также вызвать сокращение объема головного мозга, увеличение риска возникновения слабоумия и болезни Альцгеймера. У людей с высоким уровнем брюшного ожирения риск развития слабоумия может до 3 раз превышать таковой у людей с меньшим количеством абдоминального жира. Контроль общего потребления калорий может способствовать снижению жира в организме и рисков с ним связанных. Употребление в пищу натуральных фруктов и овощей, сотворенных на земле нашим Создателем, всегда будет лучшим способом получения питательных веществ для наших тел. И ешьте только то, что, как вы уверены, не навредит вашему организму. Советуем всем избегать переработанных пищевых продуктов и полуфабрикатов. Но если у вас нет абсолютно никакого выбора, всегда внимательно изучайте состав продукта и количество содержащихся в нем калорий. Если вы не знаете, из чего состоит ваша еда, то не употребляйте ее. Искусственные подсластители, такие как аспартам, связаны не только с набором лишнего веса, но и с более серьезными проблемами для здоровья, такими как рак, инсульт, депрессия, тревога, головные боли, рассеянный склероз. Большинство искусственных подсластителей, которые содержатся в современных продуктах, очень вредны, особенно детям. Поэтому мы советуем употреблять в пищу только натуральные продукты. Помните, у вашего тела есть права на вас, и ваша обязанность заботиться о своем теле. А если вы родитель, то ваша ответственность еще больше, поскольку дети полагаются на вас. Вы принимаете за них решения. Стресс – вот еще один фактор, способствующий прибавлению веса. Существует прямая зависимость между гормоном стресса, кортизолом, и наращиванием висцерального жира. Поэтому лучшие способы преодоления стресса, такие как ежедневная молитва и медитация, также могут внести свой вклад в уменьшение брюшного жира. Исследования показали, большинство тех, кто спит 5 часов в сутки или еще меньше, сильнее склонны к прибавлению веса. Поэтому, чтобы оставаться здоровым, постарайтесь спать хотя бы 7 часов в сутки. Для тех, кто уже набрал висцеральный жир, доказано, интенсивные тренировки вкупе со сбалансированной здоровой диетой значительно сокращают уровень брюшного жира.